Allah'ım beşik geçirdim kakanğa girip kayrıldım. Karağılıp oturgan her çuvaktan ayrıldım. Bölünüştü gıtaydım bölögün çap kövaldım canımda bir yarağım. Can koşulgan kıranım altayga miner budanım arkaklar tuğganım. O meyer sırgak tüzce aldım. Чудо родной речи необъяснимо. Только родное слово, познанное и постигнутое в детстве, может наполнить душу поэзией, пробудить в человеке первые истоки национального самосознания, доставить эстетическое наслаждение многомерностью и многозначностью языка предков. Именно тогда возникает ощущение причастности своей к окружающим людям, к окружающей природе, культуре, к родине. У каждого человека есть своя родина. Мекен по-киргизски. Мекенем – моя родина, земля, на которой ты вырос. Здесь мои истоки. Здесь жили отцы и деды. Здесь познавалась жизнь. Здесь складывалась судьба. Они еще продолжали жить, как и прежде, как жили их предки. Они еще жили в неведении, что грядет ураган обновляющего и сокрушающего исторического хода. Они были последними накануне исхода. То были последние дни перед новым началом новой эпохи. Биздин атабыз Москвага окууга келердин астында Кыргыз обкомунун экинчи катчысы болуп иштеген. Биринчиси Москвадан келген Белоцкий, экинчиси ошо биздин атабыз Төрөкул Айтматов болгон. 37-жылы биздин үй бүлө Москвада жашап турган. Анткени атабыз Москвада Кызыл профессура тарыхый партиялык институтунда окуп турган экен да. Мен дагы ошол 37-жылы төрөлгөм Москвада. Анан ошол коркунучтуу кабарлар жарыяланып калат. Правда деген гезитке
Кыргызстандын жетекчилигине күнөөлөгөн макалалар чыгат. Ал макалаларда Кыргызстандын жетекчилиги эл душмандарына каршы жакшы күрөшпөйт. Өздөрү улутчул, контрреволюциячыл деген күнөө коюлуп, бир топ конкреттүү фамилиялар аталат. Ошонун ичинде биздин атабыздын да фамилиясы аталып калат. Мен сенин тагдырыңды ойлоп тынчсызданып атам. Республикада көрүнүктүү жетекчилердин баарын камап атышат. Сени деле жөн коюшпайт го. Биздин атабыз апабызга айтат, тез арада 1-2 күндүн ичинде балдарды алып Москвадан кетип кал. Анткени коркунучтуу болуп атат. Гезитке чыккандан кийин мени да камашат. Мени камаса сени да камайт. Балдарды болсо детдомго берип коет. Бирок менин эч кандай күнөөм жок. Мен күнөөсүз экенимди далилдеп берем дагы. Анан чыкканда мен силерди кайдан издейм, кайдан табам. Андан көрө балдарды алып шекерге кет деп ошо апамды шаштырып Казан вокзалына алып келип, анан бизди ошо немеге поездга салып жиберет. Ушундай бир купеде апам 4 баласы менен Москвадан ошо Маймак станциясын көздөй чыгат. А это событие я не забыл и не забуду до конца своих дней. Вот помню, вот вижу, вот чувствую. Вот каким-то внутренним чутьем я понял, что это была трагедия последнего прощания с отцом. Москвадан чыгып, ушул Маймак станциясынан түшүп калган. Апам 4 баласы менен караңгы түндө кыйналып атып, күтүү залына жетип, андан кийин шекерден туугандарыбыз келип, бизди Шадар абага салып алып кеткен экен. Таракул Айтматов относится к той плеяде первой волны киргизской интеллигенции, которая фактически родилась в 20-х годах 20-го столетия. Его судьба была неотделима от судьбы народа периода революционных бурь, гражданской войны, начала социалистического строительства, укрепления советской власти и власти партийной организации ВКПБ на территории Кыргызстана. Как политик, он впервые в архивных документах отмечается с 1924 года. Но судьба этой интеллигенции, этой первой волны оказалась трагичной. Но это было время жестких репрессий, жесткой диктатуры тоталитарного режима, которые вырубили все даже первые ростки самостоятельного мышления, попыток независимости, попыток определения какого-то национального лица своего народа. И вот эту волну репрессий 30-х годов, особенно жесткую и сильную волну 37-38 годов, попал и Таракул Айтматов. Это был запрос из Киргизии о том, что Таракул Айтматов является контрреволюционером, сторонником и участником контрреволюционной, диверсионной, террористической организации, так называемой социал-туранской партии. Его арестовали в 1937 году в декабре. В Бишкек переправили во Фрунзе. В 1938 году суд над Таракулом Айтматовым, который сначала не признавал себя виновным, а потом в ходе особых методов допроса вынужден был признать себя виновным,
и признавался по всем статьям, которые ему предъявляли. Айтматов 26 года являлся активным участником антисоветской, националистической, впоследствии террористической и диверсионной вредительской организации, действующей на территории Киргизской ССР. Признавая себя виновным, он подлежит в соответствии со статьей Уголовного кодекса ЦК СССР от 1 декабря 1934 года немедленному расстрелу, то есть приговаривается к немедленному расстрелу. Но до 40-х годов его жене не говорили, что его не стало. Говорили, что он осужден, отправлен в дальние края без права переписки. И все думали, что он где-то еще может быть жив. Анда ең оор заман эле. Атамдын эскерткен себеби жакшы заман келгенде айт тукумубуз кырылып кетпесин деп эскерткен. 4 киши колдон алып, казыкты буруштарга уруп, анан касып, 2 күрөк алгандан кийин баш чыгат. Желкесинен атып, маңдайынан чыккан көсөнөгү бар. Анан каза башташты. Эч кандай айыбы жок эле, эл душманы деп бутугунан колунан алып эле өрүктөрдү карабай эле ыргытып биринин үстүнө бири жатып. Ошол 53 жылы жаткан менен декабрь айында ушул заводдун жыты чыгыштан соккон шамал менен жашоошко туура болбой. Кийин февраль айында жанагы радугадай шооло чыкканынан эле бөжөмүлдөп айла жок, жакшы заман келгенде айтып, кайра ак кепиндеп жууп көмбөсө дагы кыргыз эли атагын чыгарып кайра көмүлдү. 30 август 91 жылы ушунчалык көп кишилер келген экен. Сыягы шаардан келген, айылдан келген, ушу тегеректеги айылдардан келген ат жандар бар. Машинелер толуп батпай кетти. Баягы манаста айтылгандай, кайың ыйлап, тал ыйлап, калың кыргыз бүт ыйлап тургандай болду да. Андан кийин эми кезде президент Акаев болчу. Акаев баш болуп өкмөттүн мүчөлөрү, көрүнүктүү кишилер бүт баары ушул жерде башында туруп ошол аземди өткөрүштү. Биз ошол жерге кайра көмүлгөн кишилердин балдары азаттык ушул жерде турдук. Ал күн эстен кетпей турган күн. Апабыз өзүнүн өмүрүн бизге сайып коюп, биз үчүн жашады. Атамды аягына чейин, акыркы күнүнө чейин күттү. Тилдерди жакшы билчү, кириллица да жазчу, латиница да жазчу. Ошол өзүнүн заманына жараша сабаттуу, билимдүү, илимдүү болгон, абдан оор жылдарды башынан өткөрдү.
жагдай ушундай болгондон кийин апам эми туугандарга дагы бир залакам тийбесин деп анан өзүнө жумуш издеп башка жакка көчөйүн деп аракет кылат. Анан илгери Төрөкул чоң кызматтарда иштеп жүргөндө астынан тосуп бир жигит чыкчу эле дейт. Ошо райком, райисполкомдо иштеген жигит экен. Анан апам ойлойт, бизге ушундай бир жакшы мамиле жасачу эле ушул жардам берет го деп апам ошого барып кайрылат. Эгерде сизде мага ылайыктуу жумуш болсо, жардам берсеңиз жакшы болот эле. Мен душмандын үй бүлөсүн баккандай. Башым экөө эле. Апабыз ошо Саманчынын жолундагы Толгонайдын прототиби бир жагынан. Толгонай өзү дагы болгон, бирок апабыздын көп мүнөздөрү Толгонайда. Сиздин ушул өмүрүңүз жөнүндө, кылган эмгегиңиз жөнүндө, колхозго иштеген сиздин балаңыз жөнүндө баарына мен колумдан келишинче китепке жазып неметип койдум. Эми ошол элдин мына азырда келип отурган кишилер ошо себептен келип отурат. Сизди сыйлап, сиздин уулуңузду сыйлап, сиздин кылган эмгегиңизди сыйлап ушинтип келип отурат. О жолдошбектин келди эле ошол Ölseng de atın açmaya vardı, sısırga gitti. Koca yürgen koşa durganı sıngı havadan aktaptırdı. Rakkat o çok. Ne gibi bu? Öte duyganlar. Это во мне просыпались сказители о Батыре Манасе. Через меня обращались они к народу, на войну, на коней, на врага потомки Манаса. Это во мне плакали вдовы и матери. Я хорошо помню, как она началась, война. Кундашев, Ашимов, Абисимов. Продлись война еще год, и я бы пошел вслед за старшими товарищами, с кем когда-то рос и кого довелось провожать на станцию Маймак. И поэтому я отношу себя к военному поколению. Чарчадыңбы? Карга ташыгандан чарчадым. Жүрөгүм да чыдабайт. Канышай 4 баласы менен калды. Бир эле айдын ичинде күйөөсү менен агасы фронтто каза болушту. Самому не верится, что совсем мальчишкой я работал секретарем Аильного совета, сменив на этом нерадостном посту ушедшего на войну. Что ни день в сельсовет поступали черные бумаги, похоронные извещения с фронта. Это была тяжкая ноша. Приносить в семьи погибших эти несколько строк.
вместо сына, мужа, отца. Biz 42-ci жылдың başında apağız bu yerге buhalter болып келген Кировкадан анткени ошол Кировкада иштеген жеринде алган зарплатасына уже согуш жүрүп аткан учурда bir айлыгына bir булканан гана жетчү. Бул жерге келгенден кийин билерки, конечно, баягы эң эле күчтүү болуп кеткен жерибиз жок, бирок бул жерде бул айылда туугандар да болгон эмес, тааныштар да болгон эмес, бирок ошого карабай ушул жийденин эл бизге абдан мамилеси жакшы болуп, колунан келе турган жардамдарын көрсөтүп, ошо биринчи значит көчүп келгенде мына Алике Садыровдун үйүндө туруп калдык. Анан Аликенин да согушка кеткен. Анан биз мамно жерде bir çabandın bir үйü болгон bu. Тиги жерде жолдун жанында. Bir günü Чыңгыз келип калды, шекерден көрүп кетейин деп келиптир. Анан уй кантип атат десе, ой, уй эми bir базардан кийин буюрса, уйт, анан уз болот, каймак болот, сүт болот деп кечинде жакшынакай сүйлөшүп жатканбыз. Анан эртең менен барып көрөйүнчү уйду деп барса, уй ордунда жок. Кошунабыз бар эле Темирбек деген, ошого барып мылтыгын сурайт. Анан Чыңгыз жанан ал кишинин мылтыгын алып, патрондорун алып анан издейт ууруларды. Окоптордун баарын карап чыгат. Жок. Анан Жамбылдын базарына алып кеткен болуш керек. Анан Жамбылды көздөй жөө басат. Анан басканда бир аксакалга жолугуп калат. Анан аксакал токтотуп, кой айланайын, эми андай болсо жаман иш болгон экен. Өч албай мындай неметип кетсең, анда сен келечекте сен бактылуу болосуң деп ошентип анан мындай карасам эле а киши жок болуп кетиптир. Ал вакытта бүтпөдүн жанагы кол менен иштечү техника жок болчу, аз болчу. Бир эле молотилка деп ошо гана иштечү. Анан башка баягы араба, шадара, тактара, ошо эгин ташып, ошо кысылдарды ташып, кырман бастырып, ошо Чыңгыз көп катышып жүрдү. Кысылдарды чапырып, карыялар иштеп, баары үйүп коет. Эртең менен эшектер бир 30 эшек, 20 эшекти чогултуп, ал убакта жанагы кечишпей турган убагы эски баягы алакаптар деп койчу, аркандар деп койчу. Ошону ар бир үйдө эшек эмес, эшекке коштуруп, ошо кап арканга чейин кошалып, анан ошо кырмандан жүктөп туруп, мындан 17 километр Каратоонун аягында Самаймакка жага жерден өткөн жери бар эле, Ускулат. Ошол жерге апарып төгүчү эле. Эми ошо Чыңгыздын жаш кечиги, ошо жана секретарь болгон айылда. Эми жана филиент болгондо бир атты бекитип берген. Бир ат менен ошо 40 километр район кирип, ошол жерге барып жана чогулткан филиент болгондо чогулткан акчалар баарын ошо апарып ошол жерге төгүп турчу да ат менен барып. Эми ошондо согуштун абдан кырсылдап турган убагы, десертилер, качкындар көбөйүп турган убагы, эл ачарчылыкка учурап турган убагы, абдан татаал мезгил болчу. Ошондо коркпостон ошо жаш кечиде барып, ошону төгүп кайра келип калчу. О, Победа! Мы так долго ожидали тебя. Здравствуй, Победа! Здравствуй! Прости наши слезы. Прости всех нас, Победа! Прости за наши крики. Где остальные?
Где мой? Где мой? Где же все другие? Бирок согуш бүткөндөн кийин апам болбой кайрадан окугула деп Чыңгызды да Илгизди да немеге Покровканын мектебине окутту. Анткени биз Жийдеде жашап калдык да, Жийде Покровкага жакын эле. Покровканын мектебин бүткөндөн кийин Чыңгыз Төрөкулович Жамбылга зооветеринарный техникумга өтөм деп техникумга кетти. Ал техникумду кызыл диплом менен бүттү. Анан апам айтты, мен эми болду, иштейм. Качанкы эле биз ар кайсы батирде жүрөбүз, качанкы эле биз ушинтип жашайбыз. Мен там салам, уялабыз, тиги бу деп ошентет. Анан апам айтат, кой, балам, сен азыр иштей баштасаң, сени армияга алып кетет. Ал кезде армия 3 жылга чейин служить этчү эле. Анан армиядан келгенден кийин окууга болгон кызыкчылыгың болбой калат. Жогорку билим алып, бир жакшы кесипке ээ болсоң, ошондо сенин жолуң ачылат. Ага чейин атаңар актала элек кезде кыйналасыңар деп апам болбой жатып, анан Бишкек Фрунзе кезде Фрунзеге айыл чарба институтуна окууга жиберет. Бирок дагы да бирөө арыз жазып жиберди. Бул ректорат туура эмес иштейт, эл душмандын балдарын аспирантурага алат деп. Анан аспирантурага өтпөй калат ошентип. Ошону менен бирге жанагы бир аңгемелерин жазат. В 1956 году приехал учиться в Москву на высший литературный курс. 2 года занятий дали мне, бывшему зоотехнику, очень многое. После окончания курсов редактировал журнал, работал с обкором «Правды» в Киргизии, что позволило мне расширить круг наблюдений, лучше узнать жизнь. Мне не всегда удается печатать русских писателей, особенно советских. Есть люди, которым это не очень нравится, но с Джамилей произошла удивительная история. Ее сразу же напечатали, хотя романы о любви не привлекают у нас особого внимания. Для меня же это самая прекрасная на свете повесть о любви. Я не мог не сказать этого. Повесть о любви, где нет ни единого лишнего слова, ни одной фразы, не встречающей отклика в душе. Это высшее общественное признание, впервые имевшее место в истории киргизской литературы, означало для нас гораздо большее, нежели успех одного автора. Оно означало достижение нами современных критериев в искусстве слова, художественном постижении жизни. Оно означало новый уровень интеллектуальной культуры нации, ибо литература – наиболее емкая и выразительная модель любой национальной культуры, и поэтому по ней можно судить в определенной степени о развитии других видов искусства. 63 жылы Чыңгыздын лауреат болгондугу биздин үй бүлө үчүн өтө маанилүү нерселер. Баарыбыз кубанып, баарыбыз сүйүнүп, телефонду мен биринчи алып калган экем. Мен угуп алып ошол жерден ыйлап, биздин үй бүлө баягы тактан арылды. Биз эми эркин жашай алабыз, эркин сүйлөй алабыз, эркин иштей алабыз дегендей. Самое интересное, значит, когда мы только прибыли, я еще был, после самолета, еще ничего не соображал. Оказывается, у нас с тобой абсолютно похожие чемоданы. Когда мне сказали, который из ваших чемоданов, я указал на один из какой-то чемодан, который я считал своим. И они мне вдруг приносят его в номер. Я поднял этот чемодан. Тяжелый просто невозможно. Я думаю, что там камни, что ли, вообще лежат в этом чемодане. Я открыл, значит, чемодан, мне надо было переодеться. Рубашку свежую одеть. Вдруг смотрю, в дворе, да, в чемодане коньяки лежат, дагестанские коньяки. Я сразу захлопнул крышку, я догадался, что... А чего ты боялся? Я не боялся, я догадался, что это твой чемодан. Почему ты так решил, что это мой? Потому что кроме тебя никто столько коньяка не возит.
Вот слава. Ну, талант Чингиза шагает вместе с личностью Чингиза Айтматова. Часто случилось несчастье, беда с писателями, которые талант отдельно шагает, сам отдельно шагает, мысли и чувства отдельно шагает, а слова его и действия отдельно шагает. Чингиз Айтматов личность и творчество – это цельное. И все же хочется больше видеть, больше познавать ее жизнь, с тем, чтобы было о чем рассказывать людям. Ведь в конечном счете художественная литература – это рассказ о человеке, о его судьбе, его делах. И как ни заманчива спокойная, уединенная обстановка для творчества, а все же без активного общения с жизнью, с ее повседневными проявлениями, мне кажется, невозможно творить. И потому всегда стоишь перед проблемой, как сочетать вдохновение, работу за столом и постоянную перекличку твоей души с людьми, которые тебя окружают, которые живут делами и заботами нашего времени. Я, когда утром рано вышел с Чингизом и с товарищами, пришел в его село, и мы смотрели на серебряные верхушки гор, на синее небо, на страстных людей, которые нас окружали, я как-то ему позавидовал. Я говорю, ну да, все понятно, почему у этого писателя, у этого человека такое горячее и большое сердце, потому что он родился тут. Он был мастером слова, великим художником. Это я говорю не как сын, я говорю как читатель. Конечно, достаточно сложно было всегда совмещать вот эти две ипостаси, и читатель, и сын. Но мне кажется, иногда мне это удавалось, и я тогда понимал, в чем причина его мировой популярности. Наверное, мало кому из писателей советской, постсоветской эпохи удавалось совместить две вещи. Это глубокое проникновение в национальный характер, национальный дух, с одной стороны, с другой стороны, умение представить вот эту национальную сущность такими методами, такими формами, когда она становится общечеловеческим достоянием. Настоящего прочтения Айтматова были спектакли, показанные на Международном театральном фестивале во Фрунзе в 1988 году, посвященном 60-летию Чингиза Тойркуловича. Потрясающий спектакль Андрея Борисова «Пеги пес, бегущий краем моря». Потрясающий спектакль литовского режиссера, одного из величайших режиссеров современности, Эйдмунтаса Некрошеса «И дольше века длится день», когда на литовском языке спектакль говорил о судьбе всего советского народа, практически, который прошел через весь этот роман.
Ulan devletin, Герои Чингиза Айтматова, они близки всем нациям, потому что, вот скажем, у нас в Латвии тоже есть очень много замечательных прозаиков, романистов. Но когда проблема не выходит дальше из своего круга, не касается проблем и философии всемирного значения, она все-таки остается на своей земле, она дорога только своему человеку. Вот поэтому мне кажется, что такие писатели, как Чингис Айтматов, rождаются очень редко. A dlaczego nie nasze zwycięstwo na ustach każdego powinno być nosono? Lenin, bo jednak mimo wszystko Lenin stoi na pierwszym miejscu. Mówimy Stalina w domyśle Lenin. Я не отношу себя к драматургам, хотя хотел бы, конечно, относить себя. Потому что я понимаю силу, так сказать, театра, силу, которая проявляется в каком-то мгновении, в соучастии многих людей. Ведь книгу каждый из нас читает порознь, интимно. Вот. А вот так вот сообща, значит, проникнуться какой-то общей идеей и наблюдать, что происходит на сцене, и переживать это сообща. Вот это совместное переживание, совместное восприятие, это великие мгновения в жизни человека, если так серьезно подумать об этом. И сделать так, чтобы это именно было великим сопереживанием, не так просто. Для этого надо большое мастерство. Aga meie elame tagumiku jaoks. Et suhu magusamad kalad. Иссыкульский форум возник как его личная инициатива на разломе двух эпох, когда подходило к концу время застоя и начиналась перестройка. Именно как поиск адекватного ответа на потребность времени, осмысление происходящих непростых процессах. Вот. И было проведение на Иссыкуле в 1987 году первого Иссыкульского форума, в котором принимали участие уникально, беспрецедентно по тем временам количество мировых интеллектуалов из Запада, из Востока. Время, которое отведено нам судьбой, отнюдь непростое. И оно имеет тенденцию все больше усложняться. И в силу той всеобщей ядерной опасности, которая нависает над всеми нами в наш ядерный век. Однако вся надежда на самого человека. Именно эта надежда вызвала необходимость встречи целой группы деятелей науки и культуры, которая проходила у нас в республике и получила наименование Иссыкульского форума. Идея подобной встречи на личностной основе, как теперь принято выражаться, идея неформальной встречи вызревала уже
давно. Будучи участником различных международных конференций и встреч, я часто ловился на мысли о том, что не могли бы вот мы, люди близкие по убеждениям, по духу, профессиональным, так сказать, интересам, собраться как-то в узком кругу и откровенно исповедоваться не только о том, что тревожит лично каждого из нас в его непосредственной работе, в его творчестве, но и что в этом мире нас волнует, что нас обнадеживает и что, наоборот, огорчает. Если и в этот раз мы сможем сказать нечто важное для современной человеческой культуры, нечто важное для художников, слова и деятелей искусства, то, я думаю, тогда есть смысл утверждать, что Иссык-Кульский форум, он рожден потребностью нашего времени, потребностью нашего развития. Гений Чингиза Айтматова, его талант, его творчество, по-моему, и является одной из констант менталитета, жизни, вот, нравственности не только киргизского народа, собственно, киргизского народа, но и, в общем-то, всего нашего пространства, постсоветского пространства, всех народов, входивших когда-то в Великую империю СССР. Наличие Айтматова являлось таким каким-то нравственным, не знаю, эталоном, что ли, эквивалентом, по которому определялась не только вот степень творчества, уровень мастерства писательского, но даже скорее определялась степень чувствования, степень нравственной близости, степень сострадания. В творчестве Айтматова тема, нота сострадания с первых его произведений до последних произведений. Кстати, одно из последних он читал мне сам даже по телефону. Она определяющая. Это огромный, великий писатель. И он обеими ногами прочно стоял на двух этих континентах и в какой-то степени даже соединял их. Он не заискивает ни перед кем, даже перед собственным народом. Даже перед собственным народом. Вот вспомните мой любимый «Белый пароход», и там все расставлено по местам. В этом плане он сродни русскому Толстому, скажем, Льву Толстому. Айтматов был очень талантливый человек. В молодости вот мне предложили сниматься в фильме «Первый учитель», мне было тогда 17 лет, и вдруг вот я соприкоснулась с совсем другим миром, где столько боли, страданий, переживаний. Была для меня целая школа, вот целый мир открылся, понимаете? И захотелось переиграть все эти роли, хотя мне было очень мало тогда лет. Вот. И когда уже вот начались съемки, очень тяжело мне было, потому что я была не профессионал, и я могла только проживать роль Алтынай. И я ее проживала, я придумала про нее все. Вот, я про нее все знала, и что она любит есть, и во что она играет, и даже в какой позе она спит. Каждый персонаж в фильме «Первый учитель», все, значит, дают свою оплюху, бедный Алтынай. Здравствуй, хозяйка. Ну вот, сегодня начинаем занятия в школе. Сколько лет вашей дочери? Алтынай, сколько тебе лет? А зачем тебе знать? Все равно в школу не пойдет. Чего уж развесила? Тут родных детей в школу не отправляют. Не только что сирот. Ты что говоришь? Она же не виновата, что она сирота. Если тебе она не нужна, нам нужна. Советской власти. Откуда ты взялся такой начальник? Да у меня эта дармоедка живет лучше, чем у родной матери. Кто? Кто ее кормит? Я или ты, сын бродяги? Есть закон.
А мне наплевать на него. Ты здесь своей бумажкой не размахивай. У меня свой закон, и ты мне не указывай. Я тогда вот сама вот внутренне как-то выросла вот благодаря своей героине Алтынай. Бедная девочка, в общем, она жертва, понимаете, ее судьбу устраивают другие люди, учитель, он ее насильно вырывает, значит, от Бая и отправляет в Ташкент, и она становится, значит, потом большим человеком. А Джамиля – это уже девушка, рожденная в годы советской власти, это уже совсем другой характер. Характер очень сильный, очень цельный, очень вольный, степной. Она же дочь табунщика. Вот, она, значит, должна быть высокая, статная, красивая, ловкая. Значит, все в нее влюблены. И через произведение Чингиза Айтматова я узнала Киргизию. И потом, знаете, мне казалось, что вот на этой земле каждый человек становится чуть-чуть талантливей. Вот эта красота, она вот пробуждает все самое в человеке, вот какие-то его способности. Я там начала писать стихи. Вот, и мне кажется, что это закономерно, что вот на такой земле родился такой удивительный писатель. Что вот эта земля родила такого мощного художника, который принадлежит не только Киргизии, он принадлежит и России, он принадлежит всему миру. Вот, и он удивительный просто, потому что как источник, которому мы все преподали, и кинематографисты, и балетмейстеры, и, значит, театральные деятели, и музыка писалась. Вот я когда думаю о том, вот в чем секрет удивительного взлета тогда вот киргизского кино. Вот, потому что был Чингиз Айтматов, он вокруг себя вот собирал этих людей, Акеева, Шамшиева, Базарова, Гену Букеева. Вот, и он создавал для них вот ту удивительную питательную среду. Вот. И не только киргизские, ведь вы посмотрите, Сахаров Алексей Николаевич снимал по произведениям Чингиза Айтматова, Лариса Шипитько, вот Андрей Сергеевич Кончаловский, вот Ирина Поплавская. Все они начинали с Чингиза Айтматова. И вот он великой щедрости своей натуры, своего таланта, он всех вот одаривал. Вот я думаю, если бы вот по-другому все началось, наверное, все бы было иначе. Поэтому Чингиз Старикулович, он подарил мне судьбу. Вообще, конечно, мне повезло очень в жизни, что я познакомился с Чингизом Старикуловичем еще в 1958 году. Когда у меня появилось чувство ответственности, что я могу отвечать за то, что я делаю на экране, вот, я взялся за Айтматова «Белый пароход». Эй! Что ты там возишься? Комель, комель, поднимай! Иди назад! Мерзавец ты. Смотри. Однажды для «Белого парохода» нужно было написать одну сцену. Я сказал: Чингиз Старикулович, напишите, а? Ну, я, значит, немножко здесь задняя мысль была у меня, взять у него хотя бы автограф сценария на память. А даже он мне позвонил и говорит: я все написал. Я приехал туда, на дачу. Вот, он выкладывает листок страницы, и она вся изорвана. Я так посмотрел, удивился, я говорю: Чингиз Старикулович, а почему изорвана? Он так тут смутился и говорит: я, говорит, не умею на компьютере печатать. Да, не, а при чем тут компьютер изорван был? Ну, я пишу, у меня ручка острая. А так я пишу быстрее, чтобы вот успеть за своими мыслями, у меня рвется бумага. Понимаете? Это идет от того, что у него идет вдохновение, талант, взрывчатый. Айтматов – это совершенно отдельная литература.
Литература, которая, можно сказать, и советская, но и в то же время это особая личная айтматовская литература. Вот ее ни с какой другой литературой не перепутаешь. Вот. И в этом смысле Айтматова до сих пор читает. Отец, мне с ними плохо. Ты слышишь меня? Больше я не хочу здесь оставаться. Я хочу к тебе. Я поплыву к тебе рыбой. Я всегда этой прозой остаюсь, а поэтической прозой. Это, конечно, ранний Айтматов. Вот первые две книги, я их держу всегда рядом. Когда у меня плохое настроение, и мне вообще, так, знаешь, депрессия сначала хватает, я беру наугад, открываю, раз, какую-то книгу и веду пальцем. И вот, как у всяких таких сакральных произведениях, эта строка очень точно отвечает той мысли, которую я задаю, тому вопросу, который я задаю, и там содержится ответ. Так что если кто-то когда-то, в каких-то случаях, вот попадется же на такой же ситуации, то я рекомендую вот взять книжку Айтматова, открыть, точно так же, как и Пушкина. Если человек перестанет думать о жизни и смерти, если он перестанет метаться между этими двумя полюсами бытия, то он, наверное, перестанет быть человеком.